Да, ну, смотря на все эти кадры, да, вот с этих столкновений, протестов из улиц Тбилиси, можно сказать, с уверенностью сказать, что грузинский народ будет стоять за свою свободу. Однозначно, однозначно. Просто тут не будет такого, что победит вот этот спецназ. Это однозначно, потому что каждый раз, когда просто там, ну, столько газа было, ребят, водометы зимой. То есть, да, у нас там ночью -5 всего, но вы попробуйте просто в -5 и из струи как бы обливаться. Вот, и потом еще бегать по улице. Люди откатывались от площадей, потом вновь приходили. То есть, ну, это нельзя остановить. Понимаешь, тут реально 70% они за, как бы, точнее, они не то, что за, они против всей вот этой вот российской темы и за свою страну. Это даже не вопрос евроинтеграции, это вопрос просто самоуважения как бы нации. То есть они понимают, вот картвеллы как бы, они понимают, что у них есть путь остаться вот ими картвеллами в их независимой стране Сакартвело, без разницы в Европе, не в Европе, но просто независимой стране. Или стать просто грузинской областью, или там грузинской республикой. Ну вот, будет, знаете, грузинская республика в скобках Сакартвело. Вот знаете, как республика Саха, и вот там в скобках Якутия, там вот это вот все. Вот такое что-то будет. Вот, понимаете, им это не нужно. Ну, то есть, тут очень много людей, когда там говорят, вот, все они там русофобы. Нет, тут очень много людей, которые даже знают русский, говорят на русском. Кот достал. Вот, но они, как бы говорят, они говорят, да мы нормально относимся там к россиянам, к русским. Ну, типа, мы к вашей стране херово относимся. Даже не мы к вашей, а ваша страна к нам. 2 войны было. Тут 300 тысяч внутренних беженцев. Каждый месяц на линии оккупации, вот так называемая, где Южная Осетия, похищают граждан Грузии российские ФСБшники. Ну, то есть, вот буквально на днях 2 человек похитили. То есть, я же ездил туда на линию оккупации, я был в шоке. Ты приезжаешь, и там вот местные семьи, там женщины, у них часто много детей, особенно в деревнях. И она говорит, ой, у меня, знаете, вот там что-то какие-то лепешки там начинают с фасолью вот в Абиане стряпать быстренько. Сейчас я все испеку, ребят. Ага, она говорит, только денег мало, потому что у нас, говорит, в прошлом там месяце похищали дядьку, и поэтому мы платили выкуп ФСБ российскому, чтоб вот человека вернули. Там ФСБ похищает и требует выкуп. Там от 250 долларов до 1000 долларов ты платишь, и тебе возвращают твоего родственника. И я просто смотрю, что я стою гражданин России, у них недавно вот похитили их родственника, а она еще меня там как-то накормить хочет, угостить, и ей неудобно, что у нее там денег нету. Понимаешь? Ну, как бы, я вот всегда говорю, вы найдите еще такой народ по терпению, понимаешь? Ну, то есть, вы представьте, к вам в страну 2 раза приходила российская армия, 2 раза убивала там, ну, в Сухуми отрезали голову человеку и играли ей в футбол в 92-м году. Российские солдаты. Ну, как бы, и после этого вот у меня есть подруга, она беженка Сухуми. Она вот маленькая была вынуждена оттуда бежать. Я с ней дружу. Понимаете? Я с ней дружу. Она русофобка, да. Как бы она, как бы, ну да. Но я с ней дружу, она нормально ко мне относится. И к другим, там, чисто русским, вот Ваням, условно, нормально относится. Ну, то есть, к России, да, для нее это просто, она говорит, я хочу, чтобы там океан был за Кавказскими горами, там, не знаю, все сгорели, взорвались, там, ну, говорит, что-нибудь, вот чтобы просто к нам никогда не лезли. А как раз вот про наш океан будущее, да? Что ты думаешь, что ждет Россию в ближайшем будущем? М, Тут нужно вообще говорить о том, что есть 3 сценария развития. Вот. И да, друзья, ПРБ возможно, но не то ПРБ, о котором вам рассказывают вот эти инфо-цыгане, я их называю, при всем уважении к цыганам, к народу Рома. Вот. Первый вариант, давай вот его, вот этот вот ПРБ. Оно возможно. То есть, да, там, это, конечно, вообще совсем мифически, но возможно. То есть, ну, условно, представим, там Путин умирает, вместо него становится там Патрушев, Бортников, ну, вот какой-то еще такой дедок, может быть, чуть помоложе.
Это все чекисты, это все структура КГБ, ФСБ, как бы. Вы вообще не думаете, что это какие-то там, ну вот Путин неадекват, а вот эти-то ребята, они нормальные мужики. Не-не-не, они все с одной конторы, они все однояйцевые. Сейчас я кота успокою своего, простите. Так, все одни и те же наркотики нюхают, употребляют. Да-да-да, одни и те же наркотики, там у них, ну, как бы, это одна и та же контора. Но вот представим, что новый правитель России, вот этот вот там типа Патрушев, Бортников, кот, успокойся, а. Я сейчас тебя на кухне запру. Вот, представим, что вот этот новый так называемый президент России, он захочет снять с России часть санкций. Да, он там начнет проводить плюс-минус типа демократические реформы. Но для тех, кто помнит, это вот будет типа а-ля нулевые в России. То есть там зарегистрируют какую-нибудь партию там регионов, партию любителей пива, партию сторонников там либеральной, либертарианской, чего-нибудь еще. Ну, то есть вот это будет. Кто-то даже из вот этих сторонников ПРБ вернется в Россию. Там, да, с кого-то, может, там снимут все там уголовные эти. Ну, то есть специально, чтобы показать, вот мы там за демократию. Снимется часть санкций. Ну, естественно, остановится война в Украине. Но, например, эти люди, они точно не отдадут Крым Украине. Соответственно, санкции снимутся не до конца. А дальше, ну, будет 5-10 лет спокойствия. Там даже на каких-то выборах, возможно, там партия оппозиции займет процентов 20 в парламенте. Вот. А потом снова будет Российская Федерация. И там к какому 2050 году снова будет отток населения от тех, кто еще остался, не остался. Снова начнется полномасштабное вторжение в Украину. Это вновь будет. Ну, то есть тут как бы верить вот в прекрасную Россию будущего, она возможна, но не полностью и на короткий срок. Ну, как бы все. Сами по себе эти люди власть не смогут взять. То есть только путем, они сами говорят, демократических выборов. Ну, какие демократические выборы при Путине? Ну, там, может быть, при Бортникове там один раз им позволят. Они наберут там 10-15, не знаю, максимум 20%, и как бы и все. Вот. Потом идем дальше. Второй вариант развития. Будет все так, как будет. То есть тот, кто придет после Путина к власти, он ничего не захочет снимать, никакие санкции. Он пойдет еще дальше воевать, и будет только хуже. Ну, то есть он там вторгнется, например, в страны Балтии. Там кто-то говорит, вот там НАТО. Да они уже как бы типа говорят, что они воюют с НАТО. Им вообще плевать. Ну, то есть вообще вот те, кто живут особенно в России, да, россияне, я вам вообще хочу сказать, вот на вас всем плевать. Вот буквально. Ну, нету такого, что Путин... Ой, я вот просто часто эксперт на украинских СМИ, и я постоянно объясняю, я говорю, вы когда вот зовете экспертов, при всем уважении к ним, они немножко не понимают концепцию Путина. Когда там говорят, Путин не объявит мобилизацию, потому что он боится... Чего? Чего Путин боится? Путин вообще ничего не боится. Ну, я не в смысле, он такой, Путин крутой, но просто Путин россиян никак не боится. Россияне вам вообще, ну, типа, на вас всем плевать. Путину вообще плевать. Ну, типа, не думайте, что он не начнет войну с НАТО, потому что вот там население офигеет. Нет, вас всех также запишут. Вы все поедете там куда-то высаживаться, в Нарву, которая типа русская, еще куда-нибудь. Там наши танки будут в Праге, и вот это вот все. Ну, типа, это реально так. И вот второй вариант развития событий, что Путин будет делать это, ну и закончится все, я не знаю, там обменными ядерными ударами. Но я не думаю, что будет апокалипсис. Я думаю, что все-таки НАТО сильнее Путина. И если Путин применит ядерное оружие, НАТО очень быстро все ликвидирует. Ну, то есть точечными ударами. Ну, блин, чуваки, я, когда во Владивостоке жил, я просто видел, однажды заходил американский корабль, там, в рамках... Я видел этих чуваков. Ну, типа, может, там сами американцы среднестатистические, они не такие крутые бойцы и рейнджеры, но, блин, я видел морскую пехоту США. Это типа, крутые чуваки. Это не вот наши мобилизованные, которые где-то там гниют, знаете. Ну, типа, Ну, тут, они все быстро порешают. даже больше не вот эти вот, да, маринцы и так далее, эти морские пехотинцы, а тут разница в технологиях. Да, Да, технологии, ну это вообще, да. никто даже не представляет, насколько много
этих атомных подлодок Да, американских плавает вокруг России. да, да. Слушай, ну, будет точечные удары по стратегическому оружию России. Вот только одну ракету они запустят, там сразу же 150 прилетит, если не 150 тысяч, ну, не знаю. Ну, типа, точечно нанесут удары, короткая сухопутная операция, не будут всю Россию оккупировать. Не, просто, типа, десант высадится где-то под Москвой, там, под Петербургом, не знаю, там, условно, под Владивостоком, и все. И как бы, и... Это же чистое поле. Зачем даже оккупировать? Зачем что-то делать, если там Ну да, да. Ну, я говорю, вот там условно захватить, типа, Балтийский флот, там Москву, какой-нибудь Черноморский флот и Тихоокеанский во Владивостоке. Все, типа, им как бы не нужно, ну, типа, больше. Так там половина генералов, им вообще поступят звонки от, не знаю, Пентагона, российским генералам, и скажут, миллион долларов, или мы тебя убьем. Он такой, миллион долларов. И все, они выйдут на рейд. Ну, то есть, как бы, типа, постоят там в кораблях, как бы посидят, подождут, пока там флаг поменяют, президента какого-то поставят. Ну, типа, это реально так. Но, с хлебом и солью встречать? да, да, да. Но тут нужно понимать, что, ребят, вот этого тоже ждать, ну, страшно. Как бы сколько лет это ждать? Когда он там, может, он, конечно, завтра решится условно, да? Ну, завтра навряд ли, ну, там, через 2 месяца. Может, он решится через 15 лет. Видишь, западный мир, он долго будет думать, пока они все встретятся, пока они решат, пока там наберут там пройдут года, короче, но Да. самое В лучшее. том, в том числе нужно разрабатывать пропаганду на своих налогоплательщиков, чтобы они уже привыкли, что вот там Россия, это вновь там Красная империя зла, там вот это все. То есть это же тоже не сразу же. Ты как бы сейчас вторгнись, там не только там чуваки типа из МАГа, а и просто там рядовые американцы скажут, что за фигня, почему там они должны, наши парни, умирать где-то непонятно где там, ну типа, Очень много американцев поддерживают Путина. Я, когда с ними разговариваю, я их прекрасно понимаю, потому что они не жили в России, они про Россию знают только из источников, да, и, как правило, из своих источников, которые, ну, какую-то часть продержат, какую-то адженду, ну, как какого-то. И, да, допустим, от американцев, когда я слышу, да, что они поддерживают Путина, говорят, что какой он красавчик и так далее, ну, меня это не удивляет. И это нормально, потому что у всех свое, ну, как бы, у всех есть свое право на мнение, да. Так вот, а почему американцы любят русских, да, ну, не любят, можно сказать, ну, поддерживают русских, да? ну да. Думаю, только потому, что это белые христиане, и все. Да, да, но при этом еще нужно понимать, что не совсем белые, не совсем христиане, там как бы... что- Это просто белые христиане, которые, ну, это не арабы, там, не мусульмане, не китайцы, да, и поэтому автоматически, когда американец уже поддерживает, ну, Россию. То же самое, Они еще, они еще американцы почему поддерживают Украину, да? Почему? Потому что они христиане белые, ну да. с Чечней и так далее, с другими странами такого же не было. Ну, там с Чечней, вот с Республикой Ичкерия, там проблема была в том, что они как бы и не успели. Понимаешь, там Ельцин, он сразу же, вот этот отец русской демократии, он как бы сразу же все быстренько подавил, вмешался, и началась война. И если бы у ичкерийцев было бы хотя бы там лет 5 мирной жизни, ну вот условно там полномочия одного парламента, потом они второй избрали, там бы уже труднее было бы продать там тем же самым американцам, европейцам, что это ужасные мусульмане, там ваххабиты, которые там террористы и вот это вот все. Потому что, ну да, страна мусульманская, ну у вас Турция есть, как бы, как бы и чего. Ну то есть Ну, ладно. Ладно, немножко отвлеклись. А какой там третий? третий сценарий для меня самый лучший. И для вас, кстати, россияне, если вы не уроженцы и не жители Московии, там, Москвы, то для вас он тоже самый лучший. Смотрите, Россию нужно разделить, но разделить по-интересному. Как бы там все говорят, вот, там нужно экономически. Ну, смотрите, во-первых, нужно помочь русским создать их русское национальное государство. Вот буквально. Вся, знаете, как рыба гниет с головы, тут вся российская вот эта федерация империя, она гниет с русского народа.
Не в смысле я там сейчас хочу, вот вы русские конченые. Но действительно у русского народа есть большая проблема. Вот русские, вы же не любите, когда не русские приезжают к вам в Москву, правильно? Так у меня есть сценарий, как сделать, чтобы не приезжали вообще никогда. Вы просто вот Москву, Московская область, там Тульская, Рязанская, Тверская, там Нижегородская, ну вот эти вот ваше вот Золотое кольцо, объявите чисто русской страной. Вы там будете ходить в косоворотках, с флагом России, строем, и все нерусские, кто к вам поедут, вы их можете хоть убивать. Вот вообще, прям на границе отстреливать. Вот. И вот нужно русским помочь вот эту их прекрасную страну создать, понимаешь? Где они там сидят в лаптях, там вот на гуслях играют, там вот эх, яблочко, яблочко. И вот реально, вот только русским вот так сделаешь, вообще прекрасно будет всем. Потом, мы берем не русские народы. Это, ну, пошли там, допустим, условно с Запада, да, там, карелы, они могут с оставшимися там адекватными русскими объявить какую-то автономию в рамках Финляндии, но сейчас, знаете, страны Запада, они ничего к себе присоединять не будут. Скорее всего, у них будет такая независимая страна, сотрудничающая с Финляндией. Когда мне говорят там, да кто, какие карелы, их не существует, ребят, ну, например, в Украине есть карельский батальон. Да, он небольшой, да, он маленький, да, он там в составе РДК. Но это есть ребята, ну, какие-то люди считают себя карелами, готовы, поехали воевать. Они там под своим флагом, на своем языке воюют. Ну, как бы, есть же. Понимаете, если один человек в это верит и готов умереть за эту идею, значит, эта идея, она будет жить вечно, ребят. Ну, типа, серьезно. Потом, идем вот в Санкт-Петербург, там, ну, я не знаю, ингерманцы какие-то живут, понимаешь, там. Вот, они тоже могут там с какой-нибудь Архангельской областью, Новгородской областью, Псковской, там объявить вот Балтскую свою какую-то республику, сотрудничать там с тем же ЕС. Просто вот альтернатива такая для русских. Территории, которые, ну, там, Курск, Орел, Белгород, Брянск, Воронеж, Ростовская область, ну, извините, это вообще территории, которые традиционно в них проживали украинцы. Эти территории могут создать автономию, не войти в состав Украины, но, например, быть дружеским государством, вот той самой буферной зоной от вот этого русского царства, где в косоворотках и с гуслями в лаптях ходят. На всякий случай, чтобы вот была какая-то буферная страна. Юг, но там тоже есть Кубань, кубанцы, есть этнические украинцы, есть черкесы, которых сейчас там очень мало, но которых со времен Российской империи люди выдворяли, понимаете? Там убивали людей, там огромный геноцид черкесов происходил. До сих пор большая часть черкесов живет за пределами Черкесии. Ну, это ужасно. Как бы потом идем Чечня, Ингушетия, Дагестан. Ну, я в целом, как бы, я про то, я не знаю, как они там будут строить жизнь. Я не тот чувак, который такой, вам нужно вот так. Нет, они пускай там сами все решают, но я просто говорю, вот мне лично было бы приемлемо вот так. Ну, то есть там татары свое там государство создали, чуваши свое, буряты свое, башкорты свое. Потом идем. Условно русские регионы, вот Урала, Сибири. Ну, смотрите, те, кто вот хочет в косоворотках и с лаптями ходить строем и бить нерусских, они едут в Русскую Республику, вот, там, в Москву, в Рязань, и там бьют нерусских, каких-то находят там, а между собой будут определять, кто больше русский, кто меньше русский, вот, у них там весело будет, и вообще всем советую, если вы любители вот этого, езжайте туда, вот, те, кто русские условно адекватные, ну, они создадут какую-то свою сибирскую там федерацию, конфедерацию, ну, то есть, ну, я не знаю, как они там будут жить. Я не оттуда, как бы. Ну, как-то будут жить. Давайте просто вот... У вас, например, есть же друзья, родственники. Вот они как-то... У них свои семьи. Вот пускай они там как-то живут. Ты можешь там родственнику сказать, слушай, мне неприемлемо, что ты живешь вот так. Но ты же к нему лезть не будешь, там, ни в постель, ни в голову, никуда. Вот как-то они там будут жить. Вот потом идем. Дальний Восток. Вот про Дальний Восток я много чего могу сказать. Ну, смотрите, опять же, я говорю, я никому не навязываю, это чисто, ну, вот, мои, как бы, да, такие размышления. Вот Саха-Сире, это должна быть, в первую очередь, национальное государство Саха, во вторую, это нацменьшинство. То есть сейчас они не нацменьшинство, но они будут нацменьшинство. Вот те русские, которые, ну, типа, не захотят условно Саха-Тыла учить, им нужно не прям депортировать. Нет, им можно выплатить компенсацию. У Саха-Сире, когда она обретет независимость, денег будет много. Выплатили компенсацию и отправили жить в Москву.
На первым классом, бизнес с джетом, там, как бы, не депортация в вагонах, как обычно русские любили делать, да, а вот, ну, прям посадили, подъемные деньги дать, вы там в России, вот там, а они там еще олигархами станут. Ну, как бы, Полим еще золотишко, да, до свидания. да, 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 просто только не приезжайте, как бы, ну вот реально, откупиться как бы раз и навсегда. Я знаю очень много славян, не славян, ну там условно типа белого населения, да, в республике Саха, которые очень положительно относятся к идее независимости, ну типа Саха-Сера. Это реально так. Да, их, конечно, там не 50% таких, да, но каких-то 10% буквально, ну, они реально будут интегрироваться. Кто-то из них даже полностью ассимилируется, там, через несколько поколений это уже будет Саха. Ну, вот, допустим, я с Хангаласского уса, вы поедете там в Синск. Там бегают эти, типа, потомки славян, голубоглазые блондины, которые на Саха-ТВ на чистом говорят, а на русском с акцентом. Вот, а они, это как бы есть такое, понимаете, там потомки ямщиков какие-то. Ну, то есть у меня вот в моем Покровске есть там Косницкие. Они тоже, ну, Саха-ТВ как бы владеют, они, типа, это реально так, как бы, они вообще этнические, там, поляки, украинцы, как бы, ну, типа, часть останется, вот этих вот славян, не славян, но вот какого-то там белого населения. Ну, то есть просто там сделайте, ну, я не знаю, опять же, там, я бы сделал какой-то переходный период, там, 10-20 лет, там, типа, да, что вот постепенно Саха-ТВ там вытесняет условно русский язык. Ну, как бы это можно, да? Наши многие Как бы. страны не знают типа, русский язык, как бы свой язык, да. Как бы, если мы даже сразу резко возьмем, там, запретим русский язык, то как бы мы будем разговаривать, К да, друг сожалению, половина вообще офигеет. Ну, типа, реально. другое дело. А они скажут, ох, вообще. Такие, то кто? Подожди. Этот, ну, короче, ну, в общем, реально. Потом идем. Республика Бурятия. Ну, то же самое. То же самое. Ну, там как бы буряты, они там как-то, ну, порешают. Вот, потом, Чукотка. Рядом есть, они с монголами, это, блин, Да, да, потом Чукотка, смотри. Чукотка. Я считаю, что Чукотка, скорее всего, должна войти в Саха-Сера. Ну, не потому, что я такой, да, там, типа, я там вот родом с Якутии, я такой, вот у меня там герб до сих пор Якутии висит, и я такой, типа, пойду там всех захватывать. Нет, не про это. Ну, просто давайте так. Луаравитуан, это вот самое название Чукчи, да? Их очень мало. Ну, как они там бедные будут жить, реально? Их же не то, что очень мало в соотношении с русским, их просто очень мало. 120 или 150 тысяч человек. Они там, если отдельную страну им сделать, они как, они скажут, вы что, дебилы, мы как тут выживать-то будем? Ну, то есть, и их по каким-то там, ну, все-таки, наверное, ближе к Саха, ну, там, не знаю, как-то, ну, нужно будет выкручивать. Потом, Магаданская область. Вот Магаданская область, я просто, ну, представляю движение независимости зеленого клина. Вот у меня сзади прапор висит. Это государство, которое существовало 2 года всего лишь на территории юга Дальнего Востока, а, как Украинская Дальневосточная Республика. Можно реально найти информацию в интернете, ее мало, но она есть как бы. И суть в том, что мы хотим это государство возродить как? Как альтернативу для всех тех славян, кто не хочет ходить строем и искать нерусских в Москве, ну, типа для адекватных, короче. Вот знаете, ну просто для адекватных людей. И создать государство небольшое, ну как небольшое, по оценкам мира это большое. Но это вот в рамках Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области. Ну, часть может быть Забайкалья, там с бурятами, где они скажут, ну вот в этом селе наши никогда не жили. Вот. Мы вообще не боремся за территории, нам главное люди. Если мы понимаем, что, ну, вот в этом селе, городе наших людей нету, зачем нам этот город, потому что он там состоит. Вот, допустим, по Магаданской области у нас есть хороший сценарий на эту тему. Мы готовы и сейчас взаимодействовать, и в случае обретения независимости с теми же Саха. Мы понимаем, что Магаданская область, она исторически не принадлежала славянам и украинцам. Украинцы там появились в начале 20 века. Но сейчас, чтобы вы понимали, на 200 тысяч жителей Магаданской области 40 тысяч украинцев. Это реально так. Бывший мэр Магадана
спокойно в 2016 году давал интервью на украинском языке, ну и как бы поддерживал даже Майдан, понимаете? Сейчас, да, он зетку нацепил, там манкуртизация. Вот, ну, Саха, если вы меня смотрите, вы думаете, только у вас манкурты, что ли? Манкурты везде. Это, ну, типа, не обязательно там, что ты, условно, там, не русский азиат, вот поэтому тебя манкуртизируют. Не, если ты не русский славянин, тебя еще больше манкуртизируют. Потому что тебе говорят, ну, украинские и русские же похожи, ну, братья славяне, камон, давай, давай. Это как, вот, знаете, если б вас... Вот, по поводу Магаданской той же самой области, вот наш проект, например, да, Зеленый Клин, он предлагает, как поступить. Изначально мы готовы отдать всю Магаданскую область Саха-Сире, кроме города Магадан. Сроком на 20 лет мы Магадан оставим за собой. Что мы будем делать все это время? Мы будем буквально объяснять людям, что через 20 лет тут будет Саха-Сире. Если вам нравится, вот как у них строится их национальное государство, вы готовы к этому? Потому что там же очень много ивенов, ивенков, да, как бы юкагиров, коряки есть там чуть, ну, много народов, да. Вот если вам нравится, вы как бы оставайтесь в Магадане. Те, кто хочет к нам, условно, там, к славянам, на юг, да, перебраться, мы готовы, ну вот, ну там может даже не 20, может это 10 лет будет. Ну какой-то такой, знаешь, чтобы не было, что в один день просто люди такие, что, как, куда, и потом там будет пользоваться русская пропаганда, если она потом возродится, это их империя, что вот там не русские вырезали русских, ну знаешь, как они там рассказывали за Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан там и другие национальные республики. Вот, мы этих людей просто эвакуируем и вам Магадан как бы отдадим, ну, потому что это ваша историческая земля, ваша экономически-культурная земля, в первую очередь, ну, культурная. Я всегда человек вот про то, что если какой-то этнос где-то не проживает, ну, как бы смысла нету, что там, как бы, его, не его, вот это вот все, ну, там, если нету, как бы, я понимаю, что там наших людей это просто пол Магадана. Там в селах, в деревнях наших людей очень мало. Ну, мы просто этих людей вывезем, как бы, и все, и типа окей. Чем будет заниматься наше государство? Наше государство в первую очередь будет заниматься тяжелой промышленностью. Это в Хабаровском крае у нас в Комсомольске-на-Амуре то же самое Амурсталь, вот Фургала, и сельское хозяйство. Амурская область, она топ в России по выращиванию сои. Мы это все будем развивать. Приморский край, там у нас будут свиньи, куры, гуси, коровы, вот это вот все. Я предлагаю для жителей вот так называемого ДВФО, Дальневосточного федерального округа, реально концепцию прекрасного Дальнего Востока будущего. То есть это порядка 3 государств, то есть вот одно бурятское, другое Саха, и одно вот типа условно как бы славянское. И эти 3 государства, они между собой там могут создать какую-то единую экономическую зону. Именно экономическую, не политическую. То есть это важно. Не нужно создавать Российскую Федерацию на минималках. Вот. 3 отдельных страны, полностью независимые, со своей армией. Ну, может, конечно, потом и военный альянс какой-то заключится, я не знаю. Но изначально это полностью 3 независимых страны, просто в рамках одной экономической зоны. Почему? У нас есть на юге незамерзающие порты. Владивосток, Находка, Комсомольск-на-Амуре. Представьте, добывается железная руда условно там где-нибудь в Забайкалье или в Саха-Сире. Гонится в Хабаровский край, из нее делается сталь. И гонится уже, ну там, и в США, и в страны Азии, Азиатско-Тихоокеанский регион. Это огромный рынок сбыта, ребят. Там сконцентрировано, ну, все бабки мира просто вот вокруг Тихого океана. Все население мира сконцентрировано там. Мы можем просто такими успешными быть. Когда там говорят, да что вы там построите, да у вас там будут ваши жулики, коррупционеры, 90-е. Но 90-е на Дальнем Востоке были из-за того, что была федеральная власть, которая ни хрена не делала. И люди были вынуждены идти в криминал, непонятно куда. Тут, я уверен, я вижу очень много региональных активистов там, которые вполне себе активные, реальные ребята. Вот как Кот у меня активный, они практически такие же активные. Но это реально, это действительно патриоты, это молодежь, за ними будущее. Давайте так, там, если сравнивать какую-нибудь Саха-Сире в достижениях сферы IT, да, ну там, допустим, тот же самый ekt.ru, как бы, да, который закрылся. И давайте это сравним с какой-нибудь Рязанской или Нижегородской областью.
Да блин, тех айтишников, там вот компания Майтона, знаете, ну это, то есть гейм-девелопингом занимается, но они сюда тоже вот релоцировали офис в Сингапуре. То есть это огромные IT-компании, InDriver, прочее. То есть, ну типа это когда внушают там Саха, Бурятам, да вы вот там типа извините, сейчас чурки не русские, да, там необразованные какие-то там, ходите в балаганах своих живете, хрен пойми кто. Ребят, это все не так. Ну, типа, серьезно, дофига ученых, дофига представителей бизнеса, реального бизнеса. Если им дать нормальную государственную власть, в которой они смогут быть этой властью, то есть они сами смогут выбирать своего президента, своего парламентария, ну как, депутата парламента, да, парламентария, они как бы никуда не будут вот этого оттока мозгов и прочее. Денег дофига. Но, блин, сколько золота добывает там Саха-Сире в год, там хрустальные дороги с подогревом можно сделать по всем региональным центрам улусов, понимаете? Ну серьезно. Не будет вот этих брошенных полей, там не будет что сенокосных угодий не будет хватать. Я вот реально, я когда тут ребятам рассказывал, Картвеллам, иностранным журналистам, вот я говорю, я родом с республики, которая размером, кажется, с 5 Франций, что ли это. И у нас не хватает, говорю, каждый год сенокосных угодий для местных фермеров. Не хватает просто. А они говорят, как так? Я говорю, а вот так вот, ну понимаете, ну не хватает. У нас ничего не хватает. У нас огромная река Лена, там Вилю и прочие, да, реки, а воды нету, типа, питьевой. Вода стоит так же, как в Дубае, понимаете? Ну, типа, в пустыне. Ну, это же ненормально. И поэтому я вот в первую очередь, конечно, я на Саха рассчитываю, потому что вас больше всего вы должны быть вот этим локомотивом, который, ну, типа, буквально прорубает, который прям кричит, говорит, не-не-не, не надо. Мы не хотим никакой прекрасной России будущего, мы хотим Саха-Сире будущего. Вот у вас есть ваш язык, ваша культура, вы ее полностью не потеряли пока еще. Через 50 лет, через 100 вы ее потеряете, к сожалению. Вы будете небольшим нацменьшинством, вас будет порядка 100 тысяч человек. Это так. Сейчас, пока вы есть, вы должны, у вас вот, ну, буквально вот эти там 10-20 лет, у вас переломный момент. Вы или возродитесь, или вы, к сожалению, ну, превратитесь вот соседи там у Аравитлани, которых чукчами все называют. Ну, то есть будет там вас порядка 100-200 тысяч. К сожалению, это так. Ну, кому это надо? И как бы Саха могут сейчас быть вот этим локомотивом на Дальнем Востоке, который говорит, нет, мы будем независимой страной. Более того, ну, я, допустим, сам как уроженец республики, если у меня не получится там сделать вот эту Дальневосточную республику на юге, я поеду в Саха-Сире, я буду там строить свою родину. Ну, то есть, может быть, я даже создам там движение условно не Саха, которые выступают за, ну, вот, независимость Саха-Сире. Будем бегать там, собирать славян, говорить, слушай, как бы если ты патриот республики, давай как-то интегрироваться. Там языковые курсы и прочее делать. Это все на самом деле реально. Я каждый раз, когда у меня говорят, да как вы там выживете, я говорю, ну, ребят, просто, типа, блин, ведро алмазов продадим, ну, типа, и выживем. Ну, как бы, что вы вообще, ну, там, Столько лет, типа, столько лет жили как-то, а вот сейчас вот возьмем и не да, выживем. да, ну, типа, блин, я говорю, золото, которое за год республика добывает, можно дороги с подогревом сделать, с подогревом. Ну, типа, как бы, это не нужно быть каким-то великим экономистом, понимая, сколько денег. Когда вам говорят, что вы дотационная республика, это знаете как? Это все деньги забирает Москва, а потом вам в кредит дает, и вы типа дотационная. Вот она, как бы вся дотация. И поэтому, ну, я, конечно, хочу, чтобы весь ДВФО, он был независимым. Там 3 страны, 4, 5, хоть 35. То есть я не рассуждаю, вот я как бы вначале говорил там про европейскую часть России, там про Сибирь, да, ну как бы это вот их дело. Вот все, что за Байкалом, вот там ребята пускай сами разбираются, как бы, да. Меня интересует мой Дальний Восток. Я вот все эти 11 регионов посетил, я реально, ну, могу там каждому просто рассказать, вот там, я даже часто больше самих жителей этого региона в их судьбе разбираюсь. Они говорят, блин, а откуда ты там вот знаешь, ты что там? А я говорю, ну, потому что я у вас был, как бы интересовался, я знаю, как у вас это все выглядит. Ну, типа, население деградирует. Вот это вот полномасштабное вторжение, оно показало, насколько произошла манкуртизация, насколько произошла деградация.
Ну, типа, это же ужас. Стоят саха там, да. Ну, конечно, саха может быть православным, он может быть мусульманином, буддистом. Но стоит саха под стягом флага Российской империи, и там орет: мы русские, с нами Бог. Ну, типа, да, как бы с одной стороны ты русский, потому что, ну, ты говоришь на русском языке, ты поехал воевать в составе российской армии за интересы России, да, ну, ты русский чел. Но просто фишка-то в том, что вот эти чуваки, которые вокруг тебя, они тебя русским не считают. Ты для них русский, пока ты за них умираешь. А потом ты для них будешь чурка. Ну, типа, серьезно. И это реально так будет. И я поэтому всем саха говорю, вот у меня есть земляк, вот ты же тоже хангаласский, как вот Толя Наговицын, не знаю, знаешь его, нет? Небольшого такого роста. Он же там же бегает, войска ЛДНР, вот это все. Барс там 2-3, какой у них там уже по счету. Я же ему писал, я говорю: Толя, ты что? Я же с ним работал просто в баре, мы когда в Якутске еще жили, я с ним год как-то барменом работал. Я говорю: Толя, ты нормальный? А, не, Я говорю: ты что там? я подумал, что... А? Я подумал про другого Толю Наговицына, этого, походу, я не... Не-не-не, другой, другой, да, не тот. Я говорю: ты нормальный, говорю? Ну, ты, говорю, зачем просто, ну, типа, ты туда, что ты там забыл? А. Говорю: что ты там забыл? Он говорит: на мою родину пришла там Орда, типа, беда. Я говорю: это ты сейчас Орда, говорю, беда. Я говорю: на твою родину, говорю, это где, говорю, там в Ленске высадились? Или там в Тиксе с севера пошла Орда захватывать, говорю. Ты какая родина? Во-первых, на Россию никто не напал. Во-вторых, на Республику Саха вообще никто не нападал. Ну, типа, вон там Сахавар, ну, типа, честно, вот так, если посмотреть, я общаюсь с украинцами в Украине, с разными людьми, с обычными, с бойцами ЗСУ, с представителями там государства, там исполнительно-законодательной власти. У украинцев к Саха претензий никаких нету. То, что там рассказывают, что в Украине живут фашисты, это все ложь. В Украине это просто патриоты и националисты украинские. Знаете, что такое национализм? Это когда ты свой народ любишь больше, чем другие. Это не значит, что ты их ненавидишь. Это как бы ты просто свой любишь. Это вот как, знаете, ну, вот у тебя есть мама. Она хороший человек, но я свою маму люблю больше. Понимаешь, от этого твоя хуже не становится. Не путайте национализм, который действительно любовь к своему народу, любовь к своей культуре, к языку, к истории, с шовинизмом, вот этим нацизмом, где там, знаете, вот в России он шовинизм буквально. Ну, то есть вы попробуйте, не знаю, прийти в отделение полиции, вот, кстати, Саха, придите в отделение полиции в Якутске, в столице вашей родины, и начните разговаривать на Саха-ТВА. Попросите, что вы заявление в полицию подадите на Саха-ТВА. У вас не примут. Хотя Саха-ТВА государственный язык Республики Саха. Это раз. А во-вторых, в Конституции Российской Федерации прописано, что все граждане имеют право на своем родном языке получать госуслуги. А вы попробуйте, напишите заявление в Якутии, не в Москве даже, в Москве вообще молчу. Вы в Якутии попробуйте на Саха-ТВА или в суде пообщаться на Саха-ТВА. Ну, максимум, там, если судья или полицейский будет Саха, он там как-то с вами поддержит беседу, но заявление скажет на русском языке почему-то писать. Почему? Потому что ваша земля, она вам не принадлежит. И вот я, например, как житель Дальнего Востока, я родился в республике, я жил в Приморском крае, я знаю наших людей, я знаю, что у нас много хороших людей. Не в смысле, там, мы все крутые, а вот там они в Москве уроды, да? Нет, ну просто это мои родные люди. Где-то кто-то из них мне не нравится, кто-то нравится, но это мои родные люди. И я, например, я постоянно, вот у нас есть наши ресурсы, наши паблики нашего движения, мы призываем сдаваться в плен, мы призываем не идти на войну эту. Не потому, что мы как бы такие, вот там это наши пацаны, там это, но это наши люди. Как бы они ни были неправы сейчас, это все-таки наши люди. У нас сейчас вот наш представитель будет встречаться с военнопленными в Украине. Я знаю, что у вас вот так же Раиса Зубарева ездила. Но это потому, что это наши люди. Мы их можем не любить, мы их можем там не уважать, но они это как бы, ну, мы должны просто им условно вправлять мозги. И не допустить, чтобы еще больше наших земляков, без разницы кто это, Саха там, русские, эвены, буряты, там кто-то еще, ну, чтоб наши соседи не ехали туда воевать, наши братья туда не ехали воевать, отцы, сыновья, ну, потому что нас мало. И для, вот, допустим, я хочу обратиться к славянам, тем, которые живут на Дальнем Востоке. Вы поймите, ребят,
что вы нормальные типа славяне только до тех пор, пока вы также вместе там с Саха гибнете. А когда вы приедете в Москву, вы тоже будете такие же понаехавшие, точно такие же, ну чуть-чуть, может, поменьше, вас там сразу же на улице бить не будут, но точно так же. И типа это дофига такого, особенно если у вас фамилия какая-нибудь не русская, особенно вот если у вас фамилия, не дай бог, украинская какая-то, или там еврейская, польская, ну типа, ребят, Россия страна шовинизма. Запомните вы это уже, очнитесь. Вы реально, они Санта-Клауса сбивают с ПВО, понимаете? Ну, вы вдумайтесь просто. Это больная страна, ну, типа, конченая, ублюдочная. Извини, что я так много кричу, но я не знаю, как нормально людям это донести. Но у вас у всех есть альтернатива. Вырваться из этой ублюдочной страны в нормальную страну, где вы будете решать, какой она будет. И без разницы, кто вы там по национальности, по этносу и прочее. Если вы родом с Дальнего Востока, я же не говорю про Рязань, там-то только картошку сажать, ну как бы там они все с голоду помрут. Вот. А я говорю конкретно про регионы, там Амурская область, у вас соевая земля черноземная, вы там сою будете выращивать, в тот же Китай продавать, бешеные бабки зарабатывать. У вас сейчас все эти бабки воруют. Там Забайкалье, Бурятия, у вас, блин, тоже и руды есть компоненты, блин, и сельхозземли хорошие. Вы чего, ребят? Ну, типа, вам это просто мозги, пропаганда засрала, что вы без федерального центра ничего не можете. Вы не верьте этой пропаганде, вы просто сядьте, не знаю, там, у чат GPT, там, в интернете, в Гугле, в Яндексе даже спросите, там, количество дохода, количество полезных ископаемых. Там, знаешь, кстати, прикол, вот, Никита, я всегда смеюсь, в России популярен тезис «Мы русские, с нами Бог». Я думаю, что на самом деле Бог, он почему-то против русских. Изначально был. Если ты, короче, откроешь карту вот в мира по полезным ископаемым, выяснится, что вот в рамках как раз-таки Московии нету полезных ископаемых. Вот прям реально. В Беларуси есть, в Украине есть, понимаешь? Вот именно в рамке Московии вообще нету. Вообще. И то же самое там, пригодные там сельскохозяйственные земли вообще нет. Вот прям обведена почти по границам, прикинь. Вот прям километр в километр. И просто, ну, как бы это какой-то, видимо, знак. Таких земель просто очень мало в мире, понимаешь? Ну, типа, даже в пустыне Сахара много чего есть, кроме песка. Кстати, песок очень хорошая тема. Вот, кстати, Саха, хотите, я вам расскажу? Лена же мелеет, Вилюй мелеет, другие реки, да? Вы знаете, что можно углублять русло, и вот этот речной песок, это очень хороших денег стоит. И не только на внутреннем рынке, а и на внешний рынок вы можете продавать. Вот даже так, даже без алмазов и золота. Ну, типа, серьезно. Поэтому, блин, камни речные можно продавать за бешеные бабки. Магаданская область 10% от ВВП получает за счет продажи не драгоценных, а просто камней. Понимаете, их продают, везут до 2014 года, их Австралия закупала, они из нее там делают цемент, вот эту каменную крошку. Ну, то есть, типа, ребят, возможностей дофига. И просто вот знаете, как в «Матрице», у меня две чаши весов. Быть нормальным, счастливым и просто, ну, постепенно сдохнуть, раствориться, как бы. Ну, это реально так. Как бы я просто, ну, не вижу другой альтернативы. Вот мой третий вариант России, который вообще существует нормально, это когда Россия развалится просто на части. И если сейчас проводить плановую политику по распространению этой идеи, по созданию интеллигенции нашей внутренней, понимаешь, дальневосточной, чтобы вот там наше дальневосточное кино, наша дальневосточная музыка, наши дальневосточные ученые, бизнесмены. Я вот, например, тут, в Сакартвело, когда индрайвер пришел, я стал пользоваться индрайвером сразу же. Ну, то есть иногда, да, на меня даже друзья психуют, они говорят, там долго таксиста ждать, ты чё, блин, 10 таксистов на весь город. Я говорю, мне вообще пофиг. Ну, то есть, это реально такое должно быть. Вы там, допустим, Сахавар, там у вас есть Саха-кино. Это же просто вообще... Я вам могу сейчас топ фильмов, там, «Вертолет», посмотрите, очень хороший фильм вообще. Про то, как у нас там на севере люди без вертолета не могут выжить, понимаете? И там человек через горы доберется. Показывайте свое кино иностранцам. Я вот иностранцам тут показывал, не только картвелам, я там и французам показывал, и немцам, и англичанам. Они вот с такими глазами сидят, смотрят, они говорят, блин, какая хорошая такая драма, хорошая актерская игра. А когда им говоришь бюджет этого фильма, они говорят, ого,
И говорю, да как умудрились снять-то на такие деньги? Ну, как бы, серьезно. Еще говорит, что половина актеров непрофессиональные, они вообще в шоке. Как бы, вот это нужно развивать. Свою именно национальную идентичность, национальную идею. Потому что, например, у меня вот на Саха самая большая надежда на Дальнем Востоке. Потому что вы вот этот вот оплот, который может как локомотив всех как бы толкнуть вперед за собой. Ну, это реально так. Вот. Ну, в этом я с тобой полностью согласен. Да, и давай, короче, потихонечку закругляемся. Огромное тебе спасибо, Владимир, Да, ничего. да, пообщался с нами, за ту ценную информацию, которую ты дал нашим подписчикам. А, да, будем на связи. Тогда давай, Окей. как только да, будут дальше события развиваться, какие-то изменения, давай тогда еще назначать следующее интервью. Так что давай, все, спасибо, а, Всегда, пожалуйста, зови. удачи и всего хорошего. Окей.